О самых заметных событиях четверга, 20 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Инновации, иностранное партнерство и увеличение финансирования науки. Научно-образовательный центр «Север» подводит некоторые итоги и планирует будущее. Город не справляется, подключается правительство. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел КЧС по санитарной очистке территории Якутска, а после совещания совершил объезд по городу. Центр кратковременного пребывания детей с ДЦП получил поддержку Фонда президентских грантов. Суть проекта – помочь семьям, у которых нет возможности отдать детей в детский сад, принимающий малышей с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время набирает популярность древнейший метод оздоровления, связанный с пусканием крови – хиджама. Расскажем о народном целителе из Мирного. Но пустить кровь существуют и другие способы. Например, юные бойцы смешанных единоборств поселка Ленинский готовятся к международным соревнованиям по ушу саньда в Москве. Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу ведет проверку подготовки субъекта к пожароопасному сезону. Отмечается, что на сегодняшний день сводный план Якутии по работе в пожароопасный период согласован в Россельхозе. По сообщению Министерства экологии региона, штатная численность лесопожарных формирований сегодня составляет 1200 человек. Также учтены сезонные работники. Благодаря дополнительному финансированию 150 человек десантно-парашютные службы авиалесоохраны перевели на постоянную работу. Предстоящий пожароопасный сезон Министерством экологии благодаря увеличенному финансированию позволило увеличить маршруты авиационного патрулирования, их протяженность, также пересмотрены маршруты наземного патрулирования, что в свою очередь повысит в будущем оперативность обнаружения, в том числе и тушения лесных пожаров. В этом году продолжится эксперимент по искусственному вызыванию осадков, который мы начали в 2022 году. Инновации, иностранное партнерство и увеличение финансирования науки. Глава Якутии Сан Николаев собрал наблюдательный совет Межрегионального научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития. Главными темами стали подведение итогов работы за прошлый год и обсуждение задач на будущее. Подробности у Максима Кардозу. Для научно-образовательного центра «Север» 2022 год оказался плодотворным. Было разработано и передано для внедрения 67 технологий. Зарегистрировано 82 патента на изобретения. Среди наиболее значимых разработок – искусственное сердце, лечение рака с помощью плазменной струи, специальный порошок для изготовления имплантов в стоматологии. Также глава Якутии Сан Николаев подчеркнул, что сейчас необходимо учитывать актуальные запросы промышленных предприятий, продиктованные текущей социально-экономической ситуацией. Мы сегодня живем и работаем в условиях специальной военной операции. Достаточно много запросов от промышленности страны, наших вооруженных сил на различные проекты, связанные с повышением обороноспособности, с повышением, скажем так, мощи наших вооруженных сил. И, конечно же, активное использование научных разработок членов нашего ДНОЦ, я считаю, мы здесь как отдельную подстатью, наверное, должны выделить. У нас есть в каждом из регионов те наработки, которые сегодня уже реально или используются, или могут использоваться в интересах повышения обороноспособности страны, и этим мы должны обязательно заниматься. Задач на 2023 год тоже много. Планируется увеличить финансирование в 3 раза до 150 миллионов рублей. Предполагается развитие научной кооперации и объединение усилий с другими научно-образовательными центрами, в том числе арктическими. Также продолжится и международное сотрудничество. Наши проекты, наши разработки, наши технологии, они очень интересны не только индустриальным партнерам из России, но еще и из других стран. Так, интерес проявили Китай, Монголия и Индия, и коллеги из Казахстана. В ближайшее время, где-то в мае или в начале июня, мы планируем поездку в Харбин, где как раз завершает свое строительство Харбинский университет, для того, чтобы рассмотреть возможность смещения некоторых лабораторий на базе этого университета для проведения совместных научных исследований. Члены наблюдательного совета отметили, что необходимо активизировать работу по привлечению индустриальных партнеров, которых
не хватает, а также изучить возможность создания региональных программ поддержки развития науки и технологий. За аналог можно взять программу комплексных научных исследований Якутии. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел КЧС по санитарной очистке территории Якутска. В ходе совещания руководители округов и ведомств доложили об откачке талых вод. После совещания Дмитрий Садовников совершил объезд по городу. На сегодня привлечено свыше 100 единиц техники к откачке талых вод и пропарке водоотводных лотков. В целом по Якутску сейчас имеется порядка 56 тысяч погонных метров лотков, из них пропарена лишь треть. Напомним, городским службам по поручению главы и правительства республики вышли на помощь республиканские ведомства. За каждым министерством закрепили определенные территории, за которые они несут ответственность. Помощи, которые должны были оказать, пока, скажем, мягко начато не в тех объемах, которых мы хотели бы ожидать. Поэтому дано поручение ведомствам и министерствам правительства об усилении помощи территории. И сегодня, надеюсь, к 6 часам картина будет изменена. Надо дать должное, не все министерства так отнеслись. Руководитель якутского отделения Комитета семей воинов Отечества Светлана Диадорова-Лаврентьева посетила в Санкт-Петербурге волонтеров. Они безвозмездно помогают бойцам, проходящим лечение в военных госпиталях. Общественники и волонтеры объединения «Волонтеры Саха-Питер» находятся в госпиталях с прошлого года с появлением первых раненых земляков. Руководитель отметила, что за весь период работы Комитета семей воинов Отечества Якутии передали в госпитале более 3 тонн гуманитарной помощи от неравнодушных граждан. Буквально на днях Светлана Диадорова-Лаврентьева передала активистам движения «Волонтеры Саха-Питер» морозильный ларь для хранения летнего запаса еды. Жители Намского улуса также активно поддерживают земляков, участников спецоперации. Об этом рассказали на пресс-конференции. Сейчас на линии соприкосновения находится более 100 уроженцев Намского района. Им и их семьям полагается помощь не только от республики, но и от родного улуса. Так, в Намцах провели акцию. Собранная сумма была направлена участникам спецоперации. Также осенью провели субботники по заготовке льда, а сейчас помогают очищать снег с дворовых территорий. Кроме этого, участников спецоперации и членов их семей консультируют психологи, бойцам отправляют военное обмундирование и свежую сельхозпродукцию. По указу главы Республики Саха-Якутия у нас оказывается, конечно, помощь детям, школьникам и детсадовского возраста. А по муниципальным нашим мерам это, конечно, помощь сельскохозяйственной продукции, помощь приобретения путевок в лагеря, в кружки и так далее. А также очень много у нас проведено субботники по очистке льда, по заготовке льда, по помощи, по обеспечению сельхозпродуктами и рыбой, караси, в осенне-зимнее время. Патриот – это человек, который любит родину и готов сражаться за нее. Примерами настоящих патриотов являются наши солдаты, которые защищают рубежи Родины. Об этом заявил руководитель молодежной общественной организации «Корпус волонтеров» Алексей Наумов. Невозможно не вспомнить слова нашего президента, который буквально год тому назад говорил о том, что сегодня главная национальная идея во всей стране – это патриотизм. Кого сегодня можно назвать патриотом? Все, кто так или иначе связан с защитой нашего Отечества. Глядя на них, молодые ребята, школьники сегодня могут сформировать для себя действительно такой настоящий образ гражданина и патриота, за которым можно идти, в соответствии с которым можно получать развитие, любить свою страну. Центр кратковременного пребывания детей с ДЦП получил поддержку фонда президентских грантов. Суть проекта – помочь семьям, у которых нет возможности отдать детей в детский сад, принимающий малышей с ограниченными возможностями здоровья. Центр начал свою работу в феврале. Подробнее в следующем сюжете. Группа дневного пребывания начала свою работу в феврале текущего года. В отличие от инклюзивных детских садов, здесь ребенок может остаться заниматься с тьюторами в отсутствии родителей. У меня у самой ребенок ДЦП, и была проблема с тем, что мы никак не могли для него найти садик, детский сад. В государственный детский сад можно было ходить только с мамой, без мамы его никак не брали. А в частном садике тоже отказали. Поэтому мы решили, что нужно открывать свой центр, садик.
Тогда пришли 4 ребенка, и тоже вот похожие на нашего сына. Это дети, которые не ходят, не говорят, но дети, которые все понимают. Нужна еще альтернативная коммуникация, да, другой метод, чтобы дети научились общаться на языке жестов, с помощью карточек, с помощью кнопочек. Дети могли общаться не только с друг другом, но еще и научились еще общаться с другими людьми. Написали грант, подали заявку на грант, фонд президентских грантов, и нас поддержали, и с февраля месяца сейчас уже открылись 2 группы, ходят 8 детей. С детьми занимаются 2 тьютера, 2 воспитателя и логопед. Все сотрудники имеют специальные навыки и образование. Все процессы в группе построены на игровой основе. Я логопед, я больше беру речевые игры, артикуляционную гимнастику беру и всякими разными. У нас творческая специальность. Мы все берем в структуру занятия, у нас все входит, разные направления. Социально-коммуникативная группа работает с 10 утра до часу дня. Родители отмечают, что группа дневного пребывания – это очень полезный и нужный проект. В неделю ходим в этот центр 2 раза по 3 часа. То есть ребенок здесь остается один. Мы, то есть, уходим по своим делам, я на работу, супруга тоже по своим делам. Ребенок здесь учится социализироваться, самостоятельности. Ну и здесь нравится то, что ребенок сам радуется, приезжает сюда, радуется, занимается творческими делами, то есть и умственно развивается, и в эмоциональном плане. Сегодня группа состоит из 8 детей. Как отмечает руководитель проекта, конечная цель социально-коммуникативной группы для детей с ДЦП – сделать ребенка полноценным членом общества настолько, насколько позволяют особенности его психического и физического развития. Лена Андреева, Лилия Уваровская, Павел Пахомов, Якутск. Несмотря на сложные географические условия в арктических районах Якутии, с начала февраля бригады врачей смогли осмотреть жителей всех 13 районов. В Минздраве республики сообщили, что мобильные доктора доехали до 87 труднодоступных населенных пунктов, преодолев погодные и транспортные трудности, и оказали специализированную помощь 14,5 тысячам жителей Арктики. Сегодня врачи республиканского центра мобильных бригад продолжают работать в Инобарском, Верхнеколымском и Булунском УЛУС. Вытрезвители вновь появятся в Якутии. Закон о создании специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, приняли депутаты Госсобрания Илтумен. Таких граждан будут доставлять вытрезвители уполномоченные должностные лица, или они могут обратиться в учреждение самостоятельно. По данным медорганизации городов и районов Якутии, ежегодно в целях вытрезвления органы полиции доставляют до 1000 человек в Якутске, до 900 в Мирнинском районе, до 500 в Нерюнгринском. Транспортная прокуратура Нерюнгри потребовала провести ремонт железной дороги. По итогам проверки выявлены нарушения федерального закона о железнодорожном транспорте и правил технической эксплуатации железных дорог. Установлено, что своевременно не производился капитальный ремонт участка железной дороги Окурдан-Оборчо в Нерюнгринском районе. Обслуживанием этого участка занимается Биркакитская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры РЖД. Для устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась с иском к этой компании. Нерюнгринская транспортная прокуратура будет смотреть за тем, чтобы права пассажиров на период прохождения данного ремонта не пострадали. Планируется, что данный ремонт будет осуществляться в определенные технологические окна, то есть в те промежутки времени, когда не планируется движение поездов. В случае, если каким-то образом чьи-то права будут нарушены, данные пассажиры могут обращаться с соответствующим заявлением в Нерюнгринскую транспортную прокуратуру. Будет проведена соответствующая проверка и приняты необходимые меры. Изношенность электросетей, построенных в Усть-Майском районе более 40 лет назад, одна из причин возникновения аварийных отключений электричества. А проблемы с резервными источниками питания еще сильнее усугубляют ситуацию. Об отключениях электричества подробнее расскажет наш корреспондент. Оптимизация Усть-Майской ДЭС началась в 2008 году с ликвидации машинного зала с энергодвигателями ДГ-82, которые хорошо зарекомендовали себя. На замену им пришли 3 энерговагона с оборудованием ПС-6М, мощностью каждый по 900 мегаватт.
то есть резервные источники питания, которые находятся в поселке Усть-Мая 1974 года выпуска. Капитального ремонта не было уже давно, и из 3 машин сегодня работает только 2. Когда происходит отключение из аварий на основной линии ЛЭП-119, Усть-Мая и Петропавловск всегда остаются на веерном отключении, и мощности 2 энерговагонов на 2 поселка не хватает. Но она уже приходит в негодность, уже как бы ее потенциал истрачивается. Хотелось бы новую какую-то электростанцию, которая бы могла работать постоянно и обеспечивала весь поселок электроэнергией. Для решения этих вопросов, которые накопились за последние годы и остро проявляют себя в последние месяцы, в Усть-Майский район приехали руководители ЦЭС ПАО «Якутскэнерго». Электростанция у нас поселка Усть-Мая, капитальный ремонт машин запланирован в этом году. И все 3 машины будут отремонтированы, и работы начнутся с мая. Общая сумма будет 61 миллион примерно. И на данном этапе подрядчик уже определен. Это сибирская компания, от Тюмени будет к нам. Необходимо решить и другие вопросы, учитывая перспективу развития района. Достраиваться большой больничный комплекс, введен 50-квартирный жилой дом по программе ветхого и аварийного жилья. По этой же программе планируется построить еще 2 дома в Усть-Мае и в Петропавловске. Только по программе развития золотодобычи и развития полиметаллического месторождения Сардана нам необходимо по проекту 18 мегаватт электроэнергии. Сегодня, соответственно, мы такой объем получить не можем. Это говорит о том, что потребляемая мощность электроэнергии будет увеличиваться. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усть-Мая. В Ленске продолжается газификация частного сектора. В этом году планируют газифицировать 69 домов. На сегодняшний день в Саха-Нефтегазсбыт подано 84 заявки, из них заключили договор 74 человека. Остальные остаются на рассмотрении. Выплата единовременной материальной помощи производится так же, как и в прошлом году, на сумму 150 тысяч рублей. Но список ленчан, которые могут на нее рассчитывать, расширился. Помимо малоимущих граждан, одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов боевых действий и мобилизованных, в него включили и многодетные семьи. С начала этого года материальная помощь выплачена 3 таким семьям. Заявление одной многодетной семьи и семьи мобилизованного находится на рассмотрении. После того, как гражданин, попадающий под критерий, подвел газ, то есть у него произошел пуск газа, он обращается в администрацию непосредственно ко мне с перечнем документов, которые рассматривает комиссия и уже передает Управление социального развития. Сумма, да, до 150 тысяч. Но я хочу сказать, что этой суммы хватает на полный спектр работ. По моему опыту, данная сумма у граждан даже немножко ниже 150 тысяч. В Усть-Алданском Улусе подключили к оптоволоконным линиям связи последний населенный пункт село Кылай. Этого момента местные жители ждали 3 года. Таким образом, данный улус стал 11-м районом, который полностью обеспечен связью интернета. Отметим, что уже в 13 наслегах построена сеть GPON, которая позволяет подключить каждый дом к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению. Также предоставляет доступ к государственным услугам. Это был сложный проект, мы к нему долго шли, и благодаря усилиям Алексея Васильевича, главы Усть-Алданского района, Станислава Викторовича, главы Наслега, особенно хотел сказать благодарность жителям Наслега, которые организовали субботник и помогли с опорами, ну а также Министерство связи Республики Саха-Якутия и отдельно правительству Республики Саха-Якутия за поддержку и за реализацию такого сложного проекта. Теперь ВОЛС есть. Дальше больше будем развивать и сотовую связь для того, чтобы доступ к интернету был у всех. Один из важных праздников – Национальный день донора отмечается в России сегодня. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В Якутске в прошлом году было зарегистрировано 5600 доноров, из них 1100 – почетные доноры России. В прошлом году станция переливания столицы провела 12 тысяч кровоздач. Стать донором может каждый человек от 18 лет, не имеющий тяжелых хронических и инфекционных заболеваний весом не менее 50 килограммов.
Лично для себя я этот выбор, чтобы сдавать кровь, сделал более 10 лет назад и регулярно, каждый год, несколько раз прихожу и сдаю кровь абсолютно бесплатно, чтобы помогать людям. Кровь идет тем, кто нуждается и находится в стационарных лечебных учреждениях. Кроме этого, кровь используют и для запасов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому я считаю, что сдавать кровь нужно, это полезно и это благое дело. В последнее время набирает популярность древнейший метод оздоровления, связанный с пусканием крови. Хиджама в Мирнинском районе 9-й год. Нетрадиционной медициной занимается Семжидма Гамбоева. С народным целителем встретилась наш корреспондент. Сегодня вновь популярность обретают народные методы оздоровления, которые затрагивают кровеносную систему. Семжидма Гамбоева использует народную медицину хиджаму. Во время процедуры специалист прибегает к помощи разных вспомогательных инструментов, и основным из них являются банки и иглы. Нетрадиционной медициной я уже занимаюсь более 15 лет. Обучилась, получается, я в городе Dharamsala, это Индия. Практику проходили в Бурятии, при Дацане работали 5 лет. По Якутии я уже работаю, общей сложностью можно 9 лет. В основном еще делаю иглоукалывание, процедуру кровопускания, моксотерапия. Клиенты специалиста по хиджаме уходят с благодарностью, ведь эффект виден уже после первого сеанса. Но в результате курса лечения, который подбирается индивидуально в соответствии с исходным состоянием, можно добиться полного обновления организма. Как будто внутри у меня такая радость, легкость у меня. Поэтому я так благодарна, что Господь дал встречу с ней, с Серафимой. Мы вместе переехали мирно. Кроме того, Семжидма обучает своему мастерству новых специалистов, большинство из которых уже занимаются своей частной практикой. Мы знакомы уже более 5 лет. Обучение я начала где-то 3 года назад. Также уже сразу же параллельно у меня началась своя практика. Массажистом я работаю более 7 лет. В будущем специалисты, которые практикуют народную медицину, хотят создать ассоциацию по хиджаме в Якутии, где каждый специалист мог бы делиться своим приобретенным опытом работы и знаниями. Анна Васильева, Мирный. И о спорте. Юные бойцы смешанных единоборств поселка Ленинский готовятся к международным соревнованиям по ушу саньда в Москве. Федерация боевых искусств в поселке организована 3 года назад. Секция полюбилась местной молодежи. Сейчас там занимается около 50 воспитанников. Подробности в сюжете. На занятия ходят ребята от 4 до 18 лет. В зале можно увидеть не только парней, но и девушек. Все тренируются одинаково, поблажек нет. Каждый выкладывается на все 100. Приготовились, руки пожали. Файт, работаем. Председатель местной федерации и по совместительству тренер Владимир Петлица. Именно он стал инициатором идеи организовать здесь секцию смешанных единоборств. Я предложил администрации Ленинского, чтобы основать и сделать общественную организацию. Меня поддержали. В июне 2020 года мы открыли Алданскую районную детскую юношескую спортивную общественную организацию Федерация ММА смешанных боевых единоборств и начали выступать по боевым искусствам. Кто не умеет, тот учит. Это точно не про Владимира. Он и сейчас является действующим спортсменом, который наравне со своими воспитанниками продолжает участвовать в соревнованиях. Возможно, именно это позволило за 3 года существования секции уже добиться немалых результатов. Достаточно уже хорошие результаты. То есть мы выступаем на республике, выезжали в Бурятию, в Улан-Удэ, ездили на чемпионаты России по панкратиону, по ушу саньда. То есть у нас есть приза, у нас есть чемпионы, призеры всероссийских турниров. Ездили в Анапу, в Калининград, Новосибирск. То есть наши спортсмены очень такие сильные, показывают хорошие результаты. Один из лучших воспитанников в зале – Богдан. Он занимается 2 года, но уже принял участие во множестве турниров по ушу саньда и смешанным единоборствам. Занимался в кадетском, не корпус, а просто там учили кадет армейскому подготовке. Соответственно, там были спарринги. Но у меня драться не особо получалось. И я ушел оттуда, пришел сюда, в эту секцию.
смешанных боевых единоборств. И начал продвигаться, ставить свои цели. Талантливые спортсмены регулярно входят в состав сборной Якутии. Сейчас они усиленно тренируются, потому что им предстоят крупные международные соревнования по ушу саньда, которые пройдут в Москве. Для ребят это будет первый турнир такого масштаба, поэтому и подготовка у них серьезная. Юрий Осипов, Виктор Дьячковский, поселок Лебединый, Алданский район. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.